Привет, ты опять на канале Живчанин. Приветствую тебя. В общем, в Лудраве мы с тобой сгоняли, а сейчас поедем в Нечкино, проверим нашу удмуртскую Швейцарию и вообще как там дела. Пока не началось, остановись, подпишись, поставь лайк, может дизлайк, если тебе не понравится. Ну и погнали! И сама дорога до горнолыжного курорта Нечкино просто идеальная. Можно не бояться ехать с любой скоростью. Ограничение по скорости, как обычно, 90 км в час. Но вы едете и по красоте, и по изумительной дороге. Просто вот мечта. Чтобы попасть в Нечкино, нужно отклониться от маршрута всего лишь на 80 километров. Если вы едете с Казани, то лучше проедьте через Сарапул, либо через пост Каменное. Так будет удобнее. А если вы едете из города Перми, лучше будет повернуть возле поселка Италмас и проехать через аэропорт, через кольцо аэропорта и уйти на поселок Гальяны. Так будет гораздо быстрее. Это в том случае, если вы уже добрались практически до города. Но еще короче будет путь повернуть на поселок Перевозное и проехать также через поселок Гальяны. Представляете, там сейчас сделали новую дорогу, она просто зеркало. И вы будете туда ехать с офигенным кайфом, с тем, что вы насладитесь горнолыжным курортом Нечкино. Осталось буквально немного, чуть меньше километра. Уже отсюда виднеется сам комплекс Нечкино. И сейчас будем смотреть, какая же к нему парковка, как можно подобраться. Сейчас нас охранник пропустил. Въезд здесь бесплатный, как у нас все в России, а выезд уже будет платный. Парковка очень хорошая. Парковка, ну, наверное, мест на 300, на 400, так, общим взглядом. Вот. Сейчас будем смотреть, что внутри. Ну что ж, нас благополучно встретили. Сейчас я прохожу в сам комплекс, переодеваюсь и прокачусь обязательно на лыжах, на горных лыжах. В общем, благополучно у меня получается забраться в этот костюм Бэтмена. Очень удобная ширинка. Он легкий. Даже если нашлось на меня. Теперь самое главное осталось забраться. Я это сделаю. Не совсем я справляюсь, поэтому приходится еще и прибегать к помощи инструктора, чтобы застегнул. Не такая уж это и простая работа одевать горнолыжную экипировку, я вам так скажу. Для первого раза это просто, ну, не просто. Фактически получилось, что я одел трусы на шубу сверху. Поэтому и куда вот для этого инструкторы нужны, чтобы первый раз показали, как это все правильно делается. В целом получилось неплохо, осталось в этом научиться ходить.
все, я благополучно скатился. Сейчас пойдем перекусим. После такого чудесного зимнего катания нам не повредит абсолютно горячий чай и что-нибудь вкусное к чаю. Идем. Пока мы заказываем перекусить, вот сзади меня уже находится гостиничный комплекс, ресепшн. То есть вы можете благополучно здесь остановиться, заказать номер, переночевать, отдохнуть и ехать дальше. Так что все хорошо. Просто шикарный вид самой канатной дорожки. Под нами проезжают и сноубордисты, и лыжников хватает. В общем, друзья, приезжайте полюбоваться этой красотой. Я бы ее назвал, наверное, больше зимней сказкой. И это еще не весь снег выпал. Снега выпало еще совершенно немного. А то ли еще будет, ой-ой-ой. Самые крайние... я даже не могу описать, у меня переполняют эмоции. Очень красиво здесь, классно, просто, особенно когда едешь, я даже не знаю, едешь ты и летишь по этой канатной дорожке. Внизу меня, где-то, может, метров, я даже не представляю, метров 14, может, 20. Такое захватывает дух, и это все перемешивается с видом на эти красоты. Поэтому, честно говоря, непередаваемое ощущение вот этой красоты, что находится сзади меня. Сама канатная дорожка, одно слово, классно. Нечкино — это место, в котором стоит побывать. Прям рекомендация от ожевчанина. Приезжайте и не пожалеете. Здесь еще, конечно, проходят и летние мероприятия, но это совсем уже другая история и совсем другие ощущения. Провели время, классные инструктора, классная кухня, классные повара, инструктор просто Вася мощный. Рекомендую, приезжайте.